Актюбинским компаниям, задействованным в санитарной очистке, благоустройстве и озеленении города, не хватает рабочих рук. Соискатели ждут 300 вакансий, однако желающих заработать в среднем 70 тысяч тенге в месяц не так много. Пополнить ряды трудящихся не торопятся как горожане, стоящие на бирже, так и те, кто из-за режима ЧП был отправлен в неоплачиваемые отпуска. Вынужденный отпуск Маншук Бердалы ушла в начале марта. В поисках источника дохода пришла в центр занятости, а оттуда отправилась к работодателям. Больше месяца просидела дома. Надеяться не на кого, детей кормить надо. Поэтому обратилась в биржу труда. Сразу же помогли. Спасибо. Работы никакой не боюсь. Тем более зарплата хорошая. Красить ограждения, белить деревья и сажать цветы может каждый, но зарабатывать таким образом согласны не все. Из 300 предложенных вакансий сегодня заняты лишь 17, говорят специалисты. По их словам, большинство безработных актюбинцев предпочитают довольствоваться единовременными социальными выплатами. Мы хотели поддержать те семьи, которые в настоящее время остались без дохода, у которых сейчас нет возможности оплачивать коммунальные услуги, приобретать продукты питания. Но, увы, к сожалению, сейчас эта работа, да, мы набираем медленно, но все же хотелось бы, чтобы люди откликнулись, потому что все-таки честно заработанные деньги, это, конечно, это плюс, и уже человек не пойдет никуда с протянутой рукой. На ежемесячный доход в 70 тысяч тенге могут претендовать граждане старше 29 лет, в том числе лица, оставшиеся без заработка в связи с введением в стране режима чрезвычайного положения. Рабочие силы планируется распределить между 6 подрядными организациями. Рабочих мы набираем с биржи труда. Есть среди них актюбинцы, которые по 10-20 лет с нами, любят свое дело. Если делают что-то, то только на совесть. Но такие люди большая редкость. Многие через пару дней пропадают. И этому уже не удивляемся. К слову, с середины марта в отпуск без сохранения заработной платы отправлены более 6 тысяч актюбинцев.